الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулилля. Продолжаем с вами толкование суры Аль-Кахф. И после аятов, где Аллах Субханаху ва Тааля предостерег неверующих, многобожников, мекканцев в частности, и в общем тех, которые не руководствуются посланием Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и обрадовав верующих, которые последуют за ним и будут руководствоваться его повелением и оставлять его запреты. В 6-м аяте Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, говорит: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ, и быть может, ты бахи'ун нафсак, погубишь сам себя. Аля аthарихим, по их следам, иллям ю'мину, если они не уверуют, бихада аль-хадис, в этот хадис, в это сообщение, асафа, из-за скорби. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, как только стал пророком в 40 лет, следующие 23 года он потратил полностью, посвятил себя миссии, возложенной на него Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Он был очень добр, он был очень милостив, милосерден к своим соплеменникам, к своим родственникам. И это проявлялось во всех его действиях. И даже тот случай, когда к нему явился ангел Гор вместе с ангелом Джибрилем и предложил ему обрушить 2 горы на жителей Мекки, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: нет, я надеюсь, что из их потомства выйдут те, которые будут обожествлять одного лишь Всевышнего Аллаха, не предавая ему сотоварища. И когда он призывал людей, он полностью отдавал себя этому действию. И днем, и ночью, где бы он ни находился, он использовал все возможности для призыва. Он шел к людям домой, он встречал их на улице, встречал их на площади у Каабы, и, не жалея сил и времени, он призывал их к религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Однако мы знаем, что многие не последовали за ним. И он очень сильно переживал из-за этих людей. Его одолевала скорбь за тех, которые не уверовали, которые отказались за ним последовать. И в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля, говоря ему: ты можешь погубить себя из-за скорби о тех, которые не последовали за тобой, он говорит: можешь погубить себя. И вот это слово «ла'алляка» чаще всего используется в значении «быть может, что произойдет следующее». Однако также используется как предостережение. И в данном аяте это использовано именно как предостережение. И Аллах Субханаху ва Тааля, говоря: «Ла'алляка бахи'ун нафсак», возможно, ты погубишь себя, он предостерегает его и таким образом запрещает ему вдаваться в скорбь из-за тех людей, которые не последовали за ним. Ведь скорбь и переживание, излишнее переживание и депрессия, также это переводят как депрессия, скорбь, оно влияет на дальнейшие действия человека. Он, особенно тот человек, который призывает,
А каждый из нас является призывающим. Ведь у каждого есть родственники, близкие, друзья, знакомые, за которых мы переживаем, которым мы желаем лишь блага, чтобы они тоже ощутили сладость веры, этот свет, нур веры, имана. Мы все хотим этого, переживаем за них, и каждый из нас в своей области является призывающим к религии Всевышнего Аллаха. Однако, когда человек излишне начинает переживать и скорбить из-за этого, он, не видя плодов своих действий, это может привести к чему? Что он просто перестанет этим заниматься. Я ему раз сказал, два сказал, три сказал, но он все равно не слушает, он все еще на своем, он не перестает этим заниматься, и человек в итоге впадает в некую скорбь, не видит результатов, депрессию у него, и в итоге это может привести к тому, что он просто оставит это действие. И поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям говорит, запрещает ему впадать в скорбь, излишне переживает, говоря, «Фала'аллака бахи'ун нафсак», ты можешь погубить себя, ты можешь убить себя, переживая и впадая в скорбь из-за того, что они не последовали за тобой. «Аля атharihim», по их следам. Тут интересное, вот это выражение есть. Ты можешь погубить себя от скорби по их следам. «Аля атharihim». Что означает слово «по их следам»? Для этого, для разъяснения этого смысла, необходимо вернуться к самому значению слова «эфар» в арабском языке – «след». След, мы знаем, это след, который оставляет путник, человек, который идет по земле, и у него остаются следы на земле. Или от его ног, или верхового животного, или автомобиля. Это называется следы. И также след – это, эфар используется, когда некая группа людей жила в одной местности, они, когда покидают это место, за ними остаются следы их проживания в этой местности. Какая-то утварь, мебель, инвентарники, следы приготовленной пищи и так далее. Вот это тоже называется эфар, след. И когда Всевышний Аллах говорит, ты можешь погубить себя по их следам, то есть из-за их следов, смысл становится таковым, как говорит Ибн Ашур в своем тафсире, что ты подобен в своей скорби и переживании за них, подобен тому, которого покинули его родственники, они были вместе с ним, однако ушли, и человек, который остался наедине, видя и смотря на следы, оставленные своими родственниками, он начинает скорбить, он начинает скучать, он начинает за них переживать. И ты, говорит, подобен также, когда они отворачиваются от тебя, когда они не прислушиваются к твоим наставлениям, уходят от тебя, ты начинаешь скорбить, также переживать, так же, как человек, оставшийся один, которого покинули его близкие родственники, и он смотрит на следы, оставшиеся возле него, и начинает скорбить. Это смысл слова «аля атharihim», по их следам. Вот зачастую читаешь тафсир, даже, например, возьмем суру Кахф, возьмем русский перевод. Вот это перевод аята на русском языке. Один из самых популярных переводов. Ты можешь погубить себя от скорби по их следам. Вот прочтешь на русском языке, что из этого поймешь? Что означает погубить себя по их следам? Здесь нужно толкование, вот здесь нужно тафсир. Именно значение слов в арабском языке, то, как они применяются, и какой смысл они дают. И сравнение очень интересное получается. Получается, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своей скорби, переживании был подобен тому человеку, ты жил с родственниками, они ушли, или, например, у кого-то дети были, дети повзрослели, ушли, покинули дом, и ты смотришь на их вещи, на их одежду, на их игрушки, и впадаешь в некую скорбь, переживание, и впадаешь в мысли. И Аллах Субхану ва Тааля сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, не вдаваться в эту печаль. Если, говорит, ты погубишь себя, если будешь излишне печалиться, из-за того, что они не уверовали в этот хадис, говорит Аллах, аль-хадис. Здесь Аллах Субхану ва Тааля назвал Коран хадисом. Здесь, говоря, если они не уверуют в этот хадис,
толкователи говорят, это имеется в виду Коран. И Аллах назвал Коран аль-хадиф, хадисом. Мы часто слышим это слово, мы говорим Коран и хадисы. А здесь Коран назван хадисом. Для этого нужно понять языковой смысл, опять-таки, этого слова. Хадис, что такое хадис? Это хабар, это сообщение. В арабском языке хадис используется как сообщение. И если мы будем знать перевод слова, то мы сразу же поймем, почему, в каком контексте здесь Коран назван хадисом, сообщением. Потому что Коран является сообщением от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, переданный пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. «Илля мину бихадаль хадис». Значит, Коран, одно из его названий, это аль-хадис также. И Аллах, субханаху ва тааля, предостерег пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы он излишне не печалился и не переживал. Его задача, его миссия – это довести послание Всевышнего Аллаха. «Фадаккир иннама анта мудаккир», говорит Аллах, увещевай, напоминай, ведь ты всего лишь наставник, увещеватель. «Ласта алейхим бимусайтир», ты не обладаешь властью над ними, ты не способен наставить их на прямой путь. И в другом аяте, как Аллах говорит, «Иннака ла тахди ман ахбабта, валякинна Аллах яхди ман яша». Ты не способен наставить на истинный путь тех, кого ты сам любишь, кого ты пожелаешь. Однако Всевышний Аллах наставляет на путь тех, кого Он сам пожелает. И это урок, да, и это польза для каждого из нас. Как мы сказали, каждый из нас является призывающим, у каждого есть родственники, которые еще не познали радость, сладость этой веры, которые еще не ощущают сладости поклонения Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, не осознали смысл своего существования. И мы, как верующие, наша задача до них донести то знание, которым мы обладаем, конечно же. И когда мы доводим, нужно всегда помнить вот это правило. Наша задача, то, что в нашей власти, скажем, это только донести. Однако, конечно же, мы должны правильно, сознанием, без знания, естественно, нельзя до людей доносить, сознанием, с мудростью, с мягкостью, с кротостью до людей доводить. А потом человек примет истину, человек последует за этой истиной, станет покорным рабом Всевышнего Аллаха, это Аллах, субхану ва тааля, он будет решать. И, конечно же, он это делает по своей мудрости и по своей справедливости. Он наставляет на истинный путь тех, которые это заслужили в сердцах, которых он видит и знает, что в них есть благо. И отвращает от этой истины тех многобожников, неверующих, лицемеров, в сердцах которых он видит лишь зло, видит лишь неверие. И как в суре Аль-Бакара Аллах говорит: «Инна алладзина кафару саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун». Воистину неверующие все равно, будешь ты их наставлять, будешь ты им объяснять, они все равно за этим не последуют. «Фи кулубихим марад», в их сердцах есть болезнь. Аллах, субхану ва тааля, видит каждого из нас. Он знает мысли, Он знает склонности каждого человека. И поэтому, если Всевышний Аллах, субхану ва тааля, даровал кому-то веру, иман, это по своей мудрости и справедливости и знанию, что в этом человеке есть благо. Однако, если кто-то лишен этого и идет по пути греха, неверия, потому что Аллах, субхану ва тааля, знает, что в сердце этого человека нет ничего благого. Поэтому никто не должен думать, что Аллах, субхану ва тааля, проявляет несправедливость, кого-то одаряя верой и тем самым даруя ему вечное блаженство в следующей жизни, или кого-то лишая этой веры, тем самым обрекая его на вечное наказание и муки в аду. Все Всевышний Аллах, субхану ва тааля, делает на основании мудрости, знания и справедливости. Пречист Он и велик. Значит, наша задача, да, здесь пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, а далее уже мы, которые также стараемся до людей донести истину и религию, наша задача – это правильно, с мудростью, сознанием людям объяснить. И просить у Аллаха, субхану ва тааля, дуа, чтобы Он даровал этим людям веру и направил их на истинный путь. Над другим мы не властны.
И далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит следующее. «Инна джа'альна ма 'аля ал-арди зинатан лаха линаблуахум айюхум ахсану амаля». Воистину мы, Аллах говорит, мы, превелик Он всемогущий, всезнающий, возвеличивая себя. Ведь Он единственный, кто обладает величием. Все, что помимо Него, оно не имеет права возвеличивать себя. Ведь все, что помимо Него, оно сотворенное, являются рабами Всевышнего Аллаха. И лишь Аллах, Он Господь, Он Ар-Рабб, Он Аль-Малик, Царь, Властитель. И лишь Он может сказать о себе «мы», возвеличивая себя. Он Аль-Мутакаббир, обладающий величием. И говоря «мы», Он возвеличивает себя, и ни в коем случае слово «мы» в данном аяте не означает, не указывает на количество больше одного. Об этом мы уже с вами разговаривали. Говоря «мы» Всевышний Аллах, это не значит, что несколько божеств. Нет, это Аллах единственный, велик, Он и могущественен. Воистину мы сделали то, что на земле зина, украшением. Мы сделали то, что на земле украшением. Для чего? Чтобы испытать их, людей, кто будет лучше в своих деяниях. Здесь все сотворенное является искушением, испытанием. Всевышний Аллах Субхану ва создал этот мир для того, чтобы испытать нас. Однако здесь Он выделил землю, сказав то, что на земле, как говорит Ибн Ашур в толковании в своем Коране, в толковании Корана, в своем тафсире, говорит, почему упомянута именно земля? Потому что земля, она близка к нам. Мы каждый день просыпаемся, ходим по этой земле, вкушаем те плоды, которые растут на этой земле, видим красоты, которые Всевышний Аллах создал на ней, слышим различные звуки, пение птиц, звуки животных. Да, сегодня, особенно вот сейчас, особенно после фаджр намаза, например, да, мы слышим вот эту красоту, звуки птиц, пение. И Аллах напоминает нам, что вот эта земля, по которой вы ходите, благами земли, которые я вас создал для вас на этой земле, это все является лишь украшением. Это все лишь зиннет, украшение, зина. И этим украшением, этими красотами Аллах говорит, я вас испытываю вас. Кто будет лучше в своих делах? Подобного смысла в суре Аль-Имран Аллах говорит: «Зуйина линнаси хуббу шахавати минан нисаи валь банина валь канатири аль мукантарати минал захаби валь фиддати валь хайли аль мусаввамати валь ан'ами валь харф». Здесь как раз перечисляются блага, которые находятся на земле. Людям приукрашена любовь к удовольствиям, которые они получают от женщин, от взгляда на своих детей, свое потомство, на канторы золота и серебра, то есть смотря на это богатство и собирая его, на приукрашенные красивые кони, верховые животные, домашний скот, урожай, посевы. Все это приукрашено для человека. Человек на это смотрит, он этим пользуется и получает от этого некое удовольствие. Аллах говорит, это зуйина, оно зина, украшение для вас. «Залика мата'уль хаяти дунья». И все это является благами этого мира. Все это является благами этого мира, говорит Всевышний Аллах. И также пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит: «Инна дунья хульватун хадиратун». Воистине, дунья – это мирская жизнь, она сладкая и зеленая. Что значит сладкая и зеленая? Зеленая, то есть, что такое зеленый цвет? Это цвет свежести, да, сочности,
мирская дунья, она также подобна, как спелый, сочный фрукт. И он сладкий, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, «Ва инна Аллаха мустахлифукум фиха», и Аллах даровал вам это. Он сделал вас халифами, наместниками над всем этим. Для чего же? Аллах сделал халифы на земле человека. Как в суре Аль-Бакара, обращаясь к ангелам, что он сказал? «Инни джа'илун фил арды халифа». Я делаю на земле наместника. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, он сделал вас наместниками над всеми этими благами, мирскими дарами. Для чего? «Фаназирун маза та'малун». И он смотрит, что вы будете делать. Создал для вас на земле все эти красоты, блага, дары, пищу, сделал вас наместниками на земле, управляете вы всем этим, распоряжаетесь. Для чего? Он смотрит, как вы будете, что вы будете делать со всем этим. И говорит дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Фаттаку дунья», остерегайтесь же этого мирского. Остерегайтесь. «Ваттаку ниса», и в частности выделил, и остерегайтесь женщин. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Ведь воистину самая первая смута, которая произошла среди сыновей Израиля, это было из-за женщин. Таким образом, в этом аяте, в суре Аль-Кахф, которую мы читаем стараемся читать каждую пятницу, мы каждую пятницу читаем вот этот аят. Где Аллах говорит, Он сделал на земле все украшением для того, чтобы испытать вас, чьи деяния окажутся лучшими. Схожий аят у нас уже есть, так ведь? В другой суре. В какой суре? В суре Аль-Мульк, где Аллах говорит, «Аллази халакал маута валь хаята лияблуакум айюкум ахсану амаля». Он создал жизнь и смерть, чтобы испытать, чьи из ваших деяний окажутся лучше. Испытание санау. И у каждого испытания, есть исход, по окончании которого испытуемые разделятся на тех, которые прошли это испытание, преодолели его, и те, которые его провалили. И Аллах Субхану ва Тааля смотрит на каждого из нас. Он создал нас, привел нас в этот мир, одарил нас своими благами и смотрит, наблюдает за каждым из нас. С самого нашего рождения до смерти наблюдает, даровал нам зрение и смотрит, как мы будем пользоваться этим зрением, на что мы будем смотреть. Он даровал нам слух, смотрит, как мы будем использовать этот слух, что мы будем слушать, какие речи, полезные или же греховные, гайбат, сплетни или же всякие пустые новости. Даровал нам язык и испытывает нас, как мы будем пользоваться этим языком, что будем говорить, какие слова. Будем ли поминать Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля или использовать язык для оскорбления друг друга и порыва близких связей, братских уз, родственных связей. Он даровал нам знания, илм, разум и смотрит, как мы будем им распоряжаться. Будем ли мы постигать религиозные науки, изучать Коран, заучивать, изучать его, читать его, или же будем впустую растрачивать этот разум, который нам дарован. Даровал нам здоровье, даровал нам силу. Все это неспроста нам даровано. Всевышний Аллах каждого из нас одарил и смотрит. Назирун. Он смотрит, как вы будете поступать. И испытывает каждого из нас. И у каждого испытания есть критерии оценки. И Аллах здесь тоже говорит, «Айюкум ахсану амаля». Кто из вас лучше в своих делах? Самый лучший кто из вас? И ученые, когда у них спросили, а что же такое лучший в своих делах? Они сказали два критерия. «Ахлясухум ва асвабухум». Это самый искренний и самый правильный, то есть близкий
к тому пути, который научил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. То есть они упомянули два условия принятия поклонения. Это искренность и это мутабаатур расуль, саллиллаху алейхи вассалям, следование пути пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который далек от новшеств, ереси, да, или же, наоборот, убавление и уменьшение от религии того, какой-то ее части. И, значит, лучший из людей будет тот, который будет искреннее, и путь которого, поступки которого будут соответствовать пути, которому научил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Только так. А все, что помимо этого, достижения в мирской области, достижения в спорте, возможно, или же в социальной лестнице, достижение каких-то высоких уровней, или же обогащение, преувеличение своего богатства. Все достижения в этом мире, оно не входит в понятие «лучший в своих деяниях» перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Ведь важно именно это. Важно не то, какое деяние хорошее перед людьми, а важно то, какое деяние хорошее считается лучшим перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И мы здесь сказали два критерия. Это искренность и это следование пути пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И следующим аятом, которым мы завершим, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. До этого он сказал, он все, что на земле, сделал украшением, чтобы испытать вас. И потом говорит, что говорит? وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ. И мы сделаем все, что مَا عَلَيْهَا, на ней, на этой земле. А что на ней? Вот это украшение, которое на ней находится. Мы сделаем ее чем? Саидан джуруза, землей иссохшей, бесплодной. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сообщает нам о том, что в конце этого мира все украшения, которыми люди обольщаются, за которыми гонятся, которые они ставят целью своего существования, своей жизни, Всевышний Аллах говорит, что? Мы сделаем все это прахом, пустотой. Все это закончится, и все это не будет иметь никакого смысла и никакой пользы вам не принесет. Смотрите, два аята. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам объясняет, что самое важное в этом мире – это поклонение Всевышнему Аллаху, это следование Его пути, Его религии, совершение Его повеления, оставление Его запретов. Это цель, максат. «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей лишь для того, чтобы они поклонялись мне. А все остальное, которое в этом мире, это что? Это зина, это украшение. И это украшение в конечном итоге, если человек обольстится им, последует за ним, обманется им, будет гнаться за ним, пусть он знает, что все это украшение в конечном итоге окажется лишь прахом, бесплодным. Ничего из этого не останется. И никакой пользы не принесет человеку. Этот аят показывает то, как человек должен в этом мире расставлять приоритеты. В первую очередь, цель – это достижение довольства Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А все остальное в этом мире – это не запрещено, да, использовать эти блага. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, да, что ему даровано благо в женщинах, да, и также в благовониях, миски и так далее. Эти блага, украшения мирских, их можно использовать. Это не значит, что человеку нужно от всего этого отказаться и податься в монашество. Нет. Однако все это, оно должно способствовать достижению цели, поклонению Всевышнему Аллаху, а не становиться целью человека. Значит, цель – довольство Всевышнего Аллаха, выполнение Его повеления, оставление запретов. И все эти мирские блага человек должен использовать во благо и для облегчения достижения этой основной и главной цели.
но ни в коем случае не ставить достижение этих мирских украшений целью своей жизни. И в таком, если пойдет этим путем, пусть знает, что все это в конечном итоге окажется пустым прахом и никакой пользы человеку не принесет. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله